Дорогие друзья, всем привет! Сейчас вы увидите еще одну поездку на общественном транспорте по городу Ижевску, которая была у нас 12 мая 2024 года. Сейчас вы увидите поездку по троллейбусному маршруту номер 2 от остановки Спортивная до остановки Северный микрорайон. Сразу хочу сказать, что маршрут у второго троллейбуса начинается на остановке улица Молодежная. И мы вообще все прямо на конечной, но у меня были немножко другие планы сесть на другой троллейбус, но в конечном итоге мы уже решили сесть именно на тот троллейбус, который приехал к нам. И так получилось, что мы не записали начало движения от остановки улицы Молодежная. Поэтому вы увидите кадры от остановки Спортивная. Вот такие. Как красиво. И секаем улицу, вот там она была. Кстати, можете присесть. Можете присесть. Я постою. Калории сжигаются. Ага, при такой тряске еще думать. Следует за остановки администрация индустриального района. Вас тоже надо с нами как-то. Надо сфотографировать. Осторожно, двери закрываются. Следующая остановка – Мототип. Уважаемые пассажиры, оплатите троллейбус на путь не ожидая требований кондуктора. До следующей после посадки. Когда мы в прошлый раз катались? Когда катались? Перед зимой, октябрь-ноябрь, 9, 29 октября. 29 октября. Зафиксировано там. Улица и Закирова пересекается. Сейчас выезжаем на свой конец победы. Дорогие друзья, а вот теперь я хочу обратить ваше внимание на этот момент. В кадре я сказал, что мы заезжаем на улицу свой конец победы. Но, как выяснилось уже после съемки, это была улица Первомайская, а свой конец победы начинается после поворота с улицы Первомайской. Поэтому вот на этом моменте возникла небольшая ошибочка. Прошу прощения. Нету?
воинского долга. Троллейбус следует до остановки администрации индустриального района. Осторожно, двери закрывают. Следующая остановка – улица Ракетная. Доволен? Ну, по плану идем. Уже все энергетически собрались. Заезжаем на улицу Орджоникидзе. Нет, ракетная. Это первый еще. И снова возникла небольшая ошибка. Как выяснилось позже, это была все-таки улица Орджоникидзе. Дело в том, что в какой-то момент мы все подумали, что улица, на которую сейчас мы заехали и по которой мы движемся, это улица Ракетная. Но, как выяснилось уже после съемки, это была улица Орджоникидзе, и она начинается именно с этой точки. Вообще, очень много ошибок было именно в этом видео, которые связаны именно с названиями улиц. Это, конечно, не критичные ошибки, и это ошибки, которые можно исправить, но, к сожалению, они возникали, и здесь это главная ошибка, в частности, с моей стороны, потому что, несмотря на то, что я очень хорошо знал, где проходит именно данный троллейбусный маршрут, второй, я все-таки ошибался где-то в названиях улиц, и получалась вот такая не очень ситуация. Но, если что, все правильные названия улиц я прописал в титрах на экране при монтаже этого видео. Также важно отметить, что аналогичная ошибка с названием улиц у нас произошла на остановке улицы Мельничная, когда мы все подумали, что мы едем по улице Мельничной, но как выяснилось после съемки уже, эта остановка находится на той же улице Вас не видно, не переживайте. Если видно будет, даже ничего. Покажи, она снимала, ее нет вообще. Видно только Ленара. Да-да. Блогера главного нашего. Да. Боитесь? Я не боюсь. Поэтому нефтемашникам. Не знаю, видно его или нет. Конечно, и шестой. Конечно, 6-го маршрута и 4-го маршрута. Покажите, конечно. Конечно. Завод «Нефтемаш». Троллейбус следует до остановки администрация индустриального района. Осторожно, двери закрывают. Следующая остановка – улица Мельничная. Избегание падения, держитесь на курсе. Вон автобус, тут у нас автобусы ездят, по-моему, только один автобус. Есть 25-й. 25-й. А хлебозавод где будет? Он дальше, да? Да. Чуть-чуть. Перекресток сейчас проедем и будет. Нет, нельзя так. Нет. Мы, помните,
соединяетесь по этому маршруту? Улица Месячная. Троллейбус следует до остановки администрация индустриального района. Если остановку снимем. Спасибо. Осторожно, двери закрываются. Следующая остановка – улица Промышленная. Электротранс объявляет набор на курсы подготовки водителей трамвая и троллейбуса. Телефон для справок 68 02. Я держусь. Что-то в отличие от автобуса остановки объявляется. Что-то опять какого-то пицца горелая, да? Почти. На самом деле, вы не заметили, наверное, но тут и мама с этим, с медведем. Метель это стоит, когда выходит нарисовано. Как он Очень стоит. красивый медведь. Не успели снять. Да, надо было, видите, я просто, может, мы на такой садимся. Сказал, не садитесь, не садитесь. По-моему, Я знаю, что сзади нет просто как-то это. поднимите себе, да? Нет. Настя, твоя телефон Да, и так рассчитывать, а получается, вот всегда их, которые мы смотрели, их не было, да? На маршруте. не знаю, вы же не обратили внимания. Которые вы отрабатывали, если не знаю. Не было их. На метели люди выбрасывают. Вот трамвайная линия пересекается вот у нас. Медведи появились. Улица Промышленная. Троллейбус Это следует не до страшно. остановки администрация индустриального района. Я могу Осторожно, двери закрываются. Следующая остановка – Механический завод. Товарищественный кредит. Факт. В случае обнаружения Нет, вообще это будет убивать. Нет, что вот так вот смотрится. Если это важно. Ой, А это какой завод, Ленар? механический это. Ну, солнце здесь есть. Солнце. На самом деле у нас второй троллейбусный маршрут в городе имеет второй вариант 2D. Это такой маршрут, который едет до дома печати. Части. Но сегодня выходной день, до дома печати он не ездит только до администрации индустриального района. То есть это обычная двойка. А есть 2D. Там уже не сядешь, ага, сейчас поехали. Ну да, там не здесь уже нет. И вот вы слышите, что только до администрации едем. Осторожно, двери закрываются. Следующая остановка – улица Воровского. Улица Воровского. Или это уже Воровского? Это уже Воровского. Ага, Воровского. Присаживайтесь. Нет, там всю дорогу. Нормально.
складывается. В следующий раз тут визитку сделать надо. И, Капюшон тебе и одеть. Не надо, пока снимешь. Нет. Пока транспорт. мне нормально. Такая полоса грязная, ничего не видно из-за нее. На остановке надо выйти. Это Улица Карла Липкнехта. Вот Троллейбус следует на остановке администрация Это какая? индустриального Вот здесь Какая такое. школа? Да, вот здесь находится школа летчиков. школа парашютистов. Да. Осторожно, Пожалуйста, двери продолжаем ехать по улице Москва. закрываются. Эта взрывая школа продолжается. За справками обращаться в отдел кадров. Телефон 68 02 50. Нормально все. Я обработаю. Тут не получится, там грязь. Вы Войкой когда-нибудь пользовались? Вторым маршрутом пользовались? В смысле, что такое старый маршрут? Вторым маршрутом пользовались? Если когда-нибудь там были? Конечно. Еще. Ездила. Я в университет ездила. Да. Сегодня вокруг вашего района мне было интересно, Что тебе интересно? что в вашем районе. Аккуратно, аккуратно. Тормоза даже когда не собой. Вот перекресток. Пересекаем улицу Ленина. Я себя снимаю. Еще тебя отбирают. Но От бабушки толку нет. вот сейчас мы будем поворачивать на улицу Советская, потому что этот троллейбус идет через дворец спорта, а это улица Советская у нас. Все, и холодная вода не шла. Троллейбус следует до остановки администрация индустриального района. Я прихожу с работы, с бокалом шампанского. Осторожно, Ходите, курю. двери закрываются.
Ага, Сам вот так вот. развелся, что никто не заставлял. Наоборот, сейчас. Они 3 года жили, все норм. Расписались. Года в браке не прожили, развелись, а уехал на везде просто. А это я не знаю, какая Вот. ставка. Просто штамп в паспорте у них не пришли. Он должен выехать. Надо постараться. Ой, там, честно говоря, непонятно, кто из них. Что там? 2 семейных. Вы постараться. Сестра лучше. А у тебя специфически? Да. Ну, это как бы... Собаку, значит, где-то нашел, да, она классная, посмотришь за ней, пока классно, блядь, медовый месяц у них или что, они, короче, съехали, оставил мне 100, я тебе буду на корм деньги давать, я такой на корм говорю, такси, потому что я просто езжу, я могу спать на бетоне, какой-то шагнул, блядь, бери с собой собаку, ищи хату, жилье, либо никуда не приезжай. Ладно, вот. Потом приехал, все, я собираю, отвел собаку там, короче, через пару месяцев привязал, на хипкультуре, то ли ее отвязали, пошли, на дороге, потом у нее мать, а у него мать, вот только в деревне ее отвезла, там что, кинули, видимо, перед тем, ты шман корм. Я заебал. Ты же заранее должен понимать, что существо, которое сосед. А он при чем? Вот он и вспомнил, у него день рождения был. Это он есть все. Твой волонтер, твой сосед. Ё-моё. Город-то маленький. У тебя было опять не получится, скорее всего. Я и говорю, это же парадокс. Ты конкретнее везде. Дорогие друзья, а вот теперь я с вами хочу обсудить еще один важный момент. Очередной форс-мажор случился во время съемки совершенно там, где мы его не ожидали. Дело в том, что в какой-то момент программа, с помощью которой мы записывали этот ролик и снимали видео для вас, в какой-то момент она просто перестала записывать видео. Как выяснилось потом, запись видео была приостановлена по причине нехватки памяти. А пока мы выясняли, что происходит, мы пропустили остановку радиозавод, и запись нового фрагмента ролика началась уже на подъезде к остановке улицы Авангардная. Ленар, я так думаю, что моего тоже не хватит. Ты давай готовь еще какой-нибудь. Я такое ощущение, что абсолютно почти по той же дороге, с которой строители ехали, да? Строители этой дороги ехали.
тяжелый. А потом 14 примерно. Больше ехать не надо. Ему, наверное, нравится Удмуртская улица. Надо было больше времени. Осторожно, двери закрываются. Есть остановка, улица. Вам нельзя. Да. Улица Удмуртская. Сейчас, когда в магазине Академиков да? Еще Димитрова. Это Дмитрова. А это в магазине Академиков. Там уже недолго нам остается. И Домовощита. На мой, я думаю, что до конца снимем второй маршрут, а уже на 14 не хватит, я думаю. Настя, это меня Или ты хочешь на 14 нет? уже домой. Потом как ты освободишь себя, будешь отправлять все. Я еще не звонил. Какие-то моменты есть. Забитый вариант. Она спит мне. И просто... Тебе надо поднять сразу сохранить. Я Так, это ты, если приспели к тебе, будем здесь видеть. да, мы туда ездим. Нам получается уже недолго остается маршрут такой. Но у нас еще 14 маршрут пора ехать. Я даже стыдно. Это не все стало ехать. Нам еще лучше долго ехать, больше покажем. Давайте мы с бабушкой сходим. Да не надо, я Ну, некрасивая. давайте, Ты ушла одна. давайте Я после не- меня Давайте, на Триш. доставку. Что, говорит, меня? Давай я отойду. Как сделать-то, говори. Не, верните вот так. Вот так? Да, Ага, и без меня, да? да. С бабушкой. Давай еще вот так, ладно? После меня на доставку сделаем потом. Чтобы транспорт не такой. Нет, он говорит, что на заставке если надо, хорошо. Трясет просто. Так, фотки. Чтобы смазать. Сильно вот. Следует на остановке администрация индустриального района. И вон у нас следующий уже выходит. На следующем выходе. Все ведь уже. Осторожно, двери закрываются. Следующая остановка Северный Екатеринбург. Город Луганская область.
Вот, давайте мы сразу не это, а то сейчас мы Пойдем все такие готовимся, просто водитель Ракетные не войска. говорите, что мы готовимся. Водитель должен был. Сейчас Вас не или- в общем. Да. Он сам едет. Ой, Написано 10. простите. За вас. Все, мы готовы. За ВДВ, за вас. Я же все пытаюсь Ну, как кадры вы? снять. Я вам попросил всех не за вас. Ой, Да, конечно. Да нет, ну, Коля. Я здесь наколол в честь неуважения своего Ладно, сейчас, давайте. Еще развернуть, что ли, тогда? начальство, которое дома не было. Ты в воинской прессе выполняешь, получается, правой рукой. Я не видел, что у тебя наколото. идемте. Водитель сейчас поедет. Осторожно, давайте. Осторожно, осторожно, осторожно. Вот здесь, здесь. Осторожно. Я не пролажу. Пролазишь? Да, молодец. Опа. Что вы тяжелые, а?